этом двухэтажном здании в начале 20 века находилась известная больница доктора Клячкина. 26 февраля 1913 года по совету друзей сюда приходит Габдулла Тукай. Поэт уже был на грани смерти. Прогрессирующая чахотка не дает никаких шансов на исцеление. Он будет лежать вот в этой маленькой комнатке, которая станет его последней предсмертной обителью. Его самый близкий друг и соратник Фатих Амирхан спросит: «Почему вы не легли в больницу раньше?» «Я считаю больницу первой станцией дороги, ведущей к смерти. Хотелось хоть немного пожить на этом свете», — ответит поэт. 15 апреля 1913 года его не станет. Его смерть в 26 лет станет огромным потрясением для всего татарского мира. Это случилось холодным пасмурным апрельским днем. Уже с самого раннего утра, в день похорон, вся улица у лечебницы была заполнена народом. Люди шли толпами. По некоторым данным, на похоронах присутствовали свыше 10 тысяч человек. Это были не только друзья и соратники поэта. Простые люди пришли проститься со своим кумиром навсегда. Кем же является он, Габдулла Тукай, проживший всего 27 лет? На этот вопрос по-разному отвечают, но с легкой руки самого Габдуллы Тукая его называют нашим татарским Пушкиным. Пушкин море, море Лермонтов, в небе вечности сияй, негасимые созвездия. Пушкин, Лермонтов, Тукай. Феномен неиссякаемой популярности Тукая вполне объясним. Несмотря на то, что прошло уже более 100 лет, его поэзия все так же свежа и актуальна. Его знаменитые творения «Родной язык», «Национальная мелодия», «Надежда», поэмы и сказки Шурале, «Сенной базар» или «Новый Кесикбаш», «Водяная», «Мороз» и многие другие произведения, обессмертившие его имя, в наше время также не утратили свое звучание и предназначение. Он не боялся говорить правду своим современникам. На эти же самые злободневные вопросы творческая интеллигенция ищет ответы до сих пор. Противоречивый Тукай в своем творчестве отражал духовное состояние всего татарского народа. В отличие от ревнителей новых реформ в образовании, именно Тукай считал, что родной язык является первым и главным инструментом в познании ребенком мира. «Родной язык мой, отца и матери язык, я мир узнал через тебя», когда-то написал Тукай. Эти его слова станут общепризнанным духовным гимном татарского народа. Менә кич, зур авыл өстендә чыкты нурлы ай калкып. Көмешләнгән бөтен өйләр вә сахралар тора балкып. Тик кенә торганда капланды туманга бар һава. Кар уша, кар себрелә, кар кутырна һәм кар ява. Пускай состарюсь я, беспомощен и сед, и стан согнется мой под грузом трудных лет. Душе состариться не дам я никогда, она останется сильна и молода. Вся его жизнь была словно соткана из противоречий. Нескончаемые удары судьбы и лишения сиротской доли – все Тукаево детство прошло в скитаниях по чужим углам. Но именно Тукай является родоначальником татарской детской литературы. Он одним из первых в Казани стал писать стихи для детей, выпустил несколько трудов о татарском фольклоре. Именно Тукай создал 2 хрестоматии по татарской литературе для школ. Благодаря Тукаю народ познал творчество Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов, а его произведения стали источником для вдохновения для новой плеяды писателей, художников, артистов и поэтов. Стихотворение «Иду своим путем». Я устремляюсь в высоту, бессмертность, бесконечность, бессмертной вечной красоте, в сияющую вечность. Я вечно юным быть хочу, даруя радость людям. Пусть солнце гаснет в небесах, я новым солнцем буду. Александра Сергеевича Пушкина называют солнцем русской поэзии. Тукай, бесспорно, это солнце нашей татарской и татарстанской культуры. А один мальчик в своем сочинении написал: Тукай – это душа татарского народа. Эльзира Юзаева, 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.